Здравствуйте! Мы с вами продолжаем работать с программой Blender. И на прошлых уроках мы с вами повторили применение материалов на одном объекте, нескольких материалов. То есть мы знаем, что есть библиотека материалов, что мы можем создавать несколько материалов и использовать их на одном предмете или на одном объекте. На сегодняшнем уроке мы с вами займемся только моделингом, и на следующем уроке поговорим уже о материалах. Материалы у нас бывают разные, поэтому, чтобы посмотреть все свойства разных материалов на одном объекте, мы с вами создаем снова, но более детально, применяя все наши знания, которые мы получили, мы с вами сделаем рабочий стол, на котором будут располагаться разные предметы и объекты. Я моделю простой рабочий стол, у которого есть тумбочка, на котором будут стоять такие объекты, как ноутбук, лампа и так далее. Экструдом тянем, и у нас есть уже основа нашего стола. Кроме стола, на столе давайте мы с вами будем располагать вещи. Попробуем сделать монитор. Не ноутбук, давайте сделаем монитор, так как у нас на мониторе сможем наглядно посмотреть, как применяются у нас текстуры, так как мы уже начнем, наверное, с вами новую тему по текстурам. Итак, как делаем мы с вами монитор? Монитор у нас имеет слегка сзади Extrude Scale такую форму, и также у нас есть спереди экран. Сейчас мониторы очень тонкие, рамки мы делаем тоже очень тонкими, и экструдом делаем углубление, небольшое углубление. Вот у нас есть такой монитор. Единственное, что он еще у нас висит в воздухе, поэтому добавляем сюда куб и тоже придаем ей форму какая бывает у ножки монитора. Скейлим по Y. Конечно, если вы хотите моделить правдоподобным образом, нужно использовать референс обязательно. Так как я показываю вам небольшой быстрый пример, я его не использую, я моделью его по памяти, так как мне кажется, выглядит монитор, что, конечно, не очень правильно. Лучше сделать его, конечно, с референсом. Ctrl-L, когда мы хотим выделить объект внутри объекта, иначе он будет слипаться, мы не сможем его достать. Пусть будет такая простая ножка. Здесь у нас монитор, рабочее место наше ставится здесь. И давайте еще мы немножко усложним наш стол, так как он сейчас выглядит не очень правдоподобно. Мы немножечко выдвинем чуть-чуть край. И также здесь сделаем крышки от выдвижных ящиков. Поставим куб, скейлим по Y, смотрим. На самом деле здесь, конечно, я советую отделить этот ящик, и делаем это мы. Обязательно объект должен быть выделен P Selection Separate. То есть мы выделили объект и отделили его от
самого объекта. Но есть большая проблема, которая у нас возникла, это то, что наш объект, он имеет точку центра, осталась там, где у нас был стол, потому что мы его отделили оттуда, и теперь масштабируется он неправильно. Поэтому выделяем наш объект, нажимаем правую кнопку мышки, выходит контекстное меню, в котором мы выбираем Set Origin, Origin to Geometry, то есть центральную точку подобрать к объекту. И вот у нас получается такой вот выдвижной ящик, который мы смогли отделить от стола и выровнять его в центральную точку. Все, вот он. Можно его немножко поставить поглубже. И также здесь сделать ему какую-нибудь ручку. Я тут не рассказывала вам, что вот всегда объект появляется посередине. На самом деле он не всегда появляется посередине, он появляется там, где стоит 3D-курсор. 3D-курсор всегда сейчас по умолчанию стоит именно в центре. Но мы можем его подвинуть к тому объекту, к которому нужно добавить новый объект. В данном случае это выдвижной ящик, поэтому я выделяю его face передний и нажимаю контекстное меню в режиме Object Mode. И там есть у нас Set Origin. Нет, это неправильно. Shift-S. Shift-S придерживаем. И у нас в контекстном меню курсор to grid. Курсор. То есть вот тут мы 3D-курсор можем придвинуть к активному объекту, то есть оно появляется там, где выделенный объект. Теперь мы можем добавить еще один. Так, даже в Edit моде добавляем объект, который послужит нам ручкой для ящика. Мы его скелим. Скелим мы по Z и по скелим по Y, чтобы сделать похожий на ручку. Так, теперь смотрим спереди обязательно и выравнивание. Выравниваем его по центру. Все. У нас есть такой выдвижной ящик, который мы с вами еще с помощью модификатора Array можем сделать вниз, да, то есть здесь мы X убираем и по Z min вниз идет. И количество 3 выдвижных ящика на расстоянии друг от друга. На таком расстоянии все. У нас получается такой стол с выдвижными ящиками. Монитор стоит на нем. И на этом мы пока с вами заканчиваем на этом уроке моделинг и продолжим его на следующем уроке.